В эфире игра «Ума палата». Любопытный факт. В Южной Америке индейцы вместо денег использовали какао-бобы. На территории современной Канады в конце 17 века использовались вместо денег. Впрочем, этот вопрос я хочу адресовать нашим сегодняшним игрокам. А пока познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Ольга Лыткина, старший преподаватель кафедры цифрового и технологического образования, заместитель директора по воспитательной работе Педагогического института СВФУ. Михаил Прокопьев, кандидат педнаук, исполняющий обязанности заведующего кафедры цифрового и технологического образования Педагогического института СВФУ. Стас Андреев, заведующий криминалистической лабораторией юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. Нестеров Семен, преподаватель юридического колледжа, судебный юрист. Что в конце 17 века служило банкнотами на территории современной Канады? Игральные карты, этикетки от виски, страницы Библии или почтовые открытки? Этот вопрос я хочу адресовать вам. Почтовые открытки. Правильный ответ. Кто знает? Этикетки от виски. Хорошее предположение, но правильный ответ – игральные карты. Это вам на будущее. Стас, в какой области знания вы уверены? Биология, химия, что-то еще? Ну, не знаю, гуманитарные науки какие-то, но точно не биология и химия. Этих вопросов вы боитесь? Ну, не то, что боюсь. Просто могу не знать определенные вопросы. Ну что же, проверим. Ольга, как вы закончили школу? Хорошо. Школьные знания, они вам пригодились во взрослой жизни? Конечно. Вы взрослый уважаемый преподаватель в своем институте, но пришли на игру в качестве исключения в паре. Вы так боитесь провалиться в этой игре? На самом деле играть в парах предложила не я. Я готова была прийти одна. Это похвально. Кто предложил? Выдайте этого человека. Семен предложил. Будем знать, Семен, вы не уверены в своих знаниях. Проверим, имеются ли они сегодня. Михаил, вы сегодня сражаетесь против команды юристов. Как думаете, у кого больше шансов? Ну, тут как повезет. Как повезет? Да. То есть для вас интеллектуальные способности юристов и педагогов стоят наравне? Да. Итак, игра покажет. Сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата» 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Приступайте. Стас, ваша команда будет отвечать первая. Верните шары на место, и мы начинаем. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравшая команда покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Команда отвечает по очереди. Начинает команда юристов. Итак, первый раунд. Юристы, какая часть растения осуществляет фотосинтез? Листья. Верно. Педагоги, что означает химическая формула H2O? Вода. Верно. Юристы, как звали могущественного египетского фараона, правившего с 1332 года по 1323 годы до нашей эры? Тутанхамон. Верно. Педагоги, как называется верхнее число дроби? Целое. Числитель. Юристы, какой элемент обозначается символом На? Натрий. Верно. Педагоги, какая война велась между северным и южным регионами США с 1861 года? Гражданская война. Юристы, какая знаменитая крепость и бывший королевский дворец расположена в центре Парижа? Пас. Лувр. Педагоги, как называется изменение скорости во времени? Изменение Ускорение. Верно. Юристы, кто был лидером СССР во время Второй мировой войны? Иосиф Сталин. Верно. Педагоги, чему равен периметр квадрата со стороной 5 единиц? 20. Верно. Юристы, по сюжету кто потерял на балу хрустальную туфельку? Золушка. Верно. Педагоги, сколько дней в високосном году? 364. 366. Юристы, какой цвет получится, если смешать красную и желтую краски? Коричневый. Оранжевый. Педагоги, какое самое быстрое наземное животное в мире? Гепард. Верно. Юристы, кто был первым президентом США? Линкольн. Вашингтон. Педагоги, какой континент является самым большим на Земле? Евразия. Верно. Юристы, сколько существительных в следующем предложении? Кролик побежал в столовую и съел большой салат? 3.
Верно. Педагоги. Как в старинной легенде звали дочь богатыря Байкала? Ангара. Верно. Юристы, назовите квадратный корень из 144. Пас. Правильный ответ 12. Педагоги. Что из перечисленного оттенок зеленого цвета? Верде-помовый, ализариновый, мувеин. Люблю. Ализариновый. Верде-помовый. Юристы. Кто из древнерусских правителей принял христианство еще до крещения Руси? Владимир. Княгиня Ольга. Педагоги. Как называется волчонок? Волчок, способный менять направление вращения. Японский гироскоп, египетский стержень, кельтский камень. Японский гироскоп. Кельтский камень. Правильный ответ, и время вышло. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего за первый раунд я задал вам 22 вопроса. При этом команда юристов дала 6 правильных ответов. Педагоги дали также 6 правильных ответов. Это означает, что объявляется дополнительный раунд. В нем отсутствует время. Можно думать. Играем по принципу пенальти до первой ошибки. Также напоминаю, что по преимущественному праву ответа в первом раунде первыми будут отвечать юристы. Юристы. Согласно утверждению французского писателя Андре Муруа, эпоха Средневековья отметилась созданием двух худших изобретений человечества. Одним из них он назвал романтическую любовь. А что было вторым? Давай. Огнестрельное оружие. Правильный ответ – пушечный порох. Мы засчитаем ваш ответ за правильный. Педагоги, вам нужно ответить сейчас правильно. Внимание, вопрос. Известно, что в Германии двое Бранденбургских ворот. Одни, самые известные, находятся в Берлине, а в каком городе находятся вторые, даже более старые, чем берлинские? Ну, Бранденбургские ворота. Бранденбурге. Правильный ответ – Потсдам. По результатам объявленного дополнительного раунда право ответа во втором раунде получает команда юристов. Во втором раунде, который длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки команды. Это означает, что команда, дающая только правильные ответы, не оставляет другой команде ни единого шанса для того, чтобы ответить хотя бы на один вопрос. Юристы, сколько слогов в слове «творение»? 4. Верно. Юристы, какая страна подарила США статую свободы? Франция. Верно. Юристы, как называют ученого, изучающего горные породы? Геолог. Верно. Юристы, какой глагол, начинающийся с буквы «о», совпадает по смыслу с выражением «язык проглотить»? Пас. Онеметь. Педагоги, сколько граней у куба? 6. Верно. Педагоги, сколько когтей у кошки? 20. 20. 18. Юристы, кого изображает скульптура Фальконе, известная как «Медный всадник»? Всадника. Петра I. Педагоги, в какой европейской столице жили Карлсон и Малыш? Осло, да? Осло. Стокгольм. Юристы, какой цвет в спектре видимого цвета меньше всего поглощает хлорофилл? Темный. Зеленый. Педагоги, добычи какого природного ископаемого известен южный город Якутии Нерюнгри? Уголь. Верно. Педагоги, кем был Кузьма Минин перед созданием народного ополчения 1612 года? Дружинником, настоятелем монастыря, князем, земским старостой? Так, он земский староста. Верно. Педагоги, как называется парная артерия в теле человека? Спящая, бодрствующая, сонная, бессонная? Сонная. Верно. Педагоги, как называется произведение Льва Толстого, в основе которого лежит рассказ о разочаровании молодого человека возлюбленной из-за жестокости ее отца? Так. Жестокость. Не знаю. После балла. Юристы, как называются самые тонкие сосуды в организме человека, участвующие в обмене веществ между кровью и тканями? Капилляра. Верно. Юристы, какой ученый-физик вывел закон, выражающий связь между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением? Никола Тесла. Георг Ом. Педагоги, к какому школьному предмету относится теорема Виета? Математика. Алгебра. Верно. Педагоги, в каком году была основана ЯССР? Якутская. В 24-м, наверное. В 22-м. Юристы, как звали основателя Якутска, казака, первопроходца? Бекетов. Верно. Юристы, каким термином в русском языке обозначает слово, используемое для смягчения выражения? Междометие. Правильный ответ – эвфемизм. Время вышло. За второй раунд я задал вам 20 вопросов. При этом педагоги дали 5 правильных ответов, юристы – тоже 5. Объявляется дополнительный раунд.
Команда юристов. Посещение Тибета для иностранцев в середине 20 века было практически невозможно. Однако для некоторых категорий людей Далай-лама все-таки делал исключение. Кому? Священнослужитель для буддистов был, да? Для буддистов, которые исповедуют буддизм. Для людей, которые исповедуют буддизм. Правильный ответ – больных туберкулезом. Педагоги. В конце 19-го, начале 20 веков состоялись две так называемые англо-бурские войны. Против Великобритании в них воевали две южноафриканские республики – Трансвааль и Оранжевая республика. Из какой страны преимущественно были граждане этих республик, также называемые бурами? Бурами. Голландцы вроде. Это правильный ответ. Итак, к результату дополнительного раунда. Победу одерживает команда педагогов. Это означает, что именно они проходят в третий финальный раунд. Команда юристов. Вы были самоуверены, решительны и играли весьма неплохо. Наше вам браво. Что скажете на прощание? Спасибо, что пригласили. Что-то пожелаете своим соперникам? Удачи! И выиграйте. Спасибо вам за игру. Приходите еще. До свидания. До свидания. Итак, преподаватели педагогического института. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. К какой группе музыкальных инструментов относится старинный инструмент гудок? Духовые. Струнным смычковым. Кому пишут письмо запорожцы на знаменитой картине Ильи Репина? Султанов. Тану. Верно. Как называется теплое течение в Тихом океане, которое протекает от Японии к берегам Северной Америки? Северно-Тихоокеанская. Какие органеллы отсутствуют в животной клетке? Животные клетки. Растительные. Хлоропласты. Какой химический элемент имеет радиоактивные изотопы? Уран. Барий. Спортивные соревнования на специально подготовленных автомобилях – это Гонки. ралли. На чем играл персонаж мифов Древней Греции Орфей? На арфе. На лире. Какой газ поглощает растения в процессе фотосинтеза? Углерод. Углекислый. В каком лесу разбойничал благородный Робин Гуд? Шервудский. Верно. Что представляет собой золотой треугольник, который был найден на Урале в 1842 году? Пас. Золотой самородок, кого петербургские до начала 20 века назвали баши-бузаками, а затем их заимствованы из французского слова «апаши». Пас. Турки. Хулиганы. Эти хищники чаще нападают на животных, страдающих остероартритом, тем самым еще раз подтвердив два общеизвестных факта о себе. О каких хищниках идет речь? Волки. Да, это правильный ответ, время вышло. Игра для вас точно завершена, можно выдохнуть. Какие ощущения? Положительные. Было очень интересно, познавательно. Я думаю, что это самое главное. Ну что же, за время третьего раунда я задал вам 12 вопросов, и вы дали 3 правильных ответа. Это означает, что в решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, и поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Что-то скажете на прощание, кому-то передадите привет, может быть, родному педагогическому институту, которому явно не стыдно за вас, потому что вы боролись действительно храбро, решительно. Ну, мы передаем привет нашим коллегам, конечно, с нашего института, всем коллегам с университета. Нашей любимой кафедре цифрового технологического образования. Да. Всем студентам, все, кто у нас учится. Ну и желаем удачи в передаче. Мы Успехов. тоже желаем вам удачи. Спасибо за игру. До Приглашайте свидания. нас еще. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой 2 головы не всегда лучше, чем одна. Может быть, следующие одиночные игроки справятся лучше? Узнаем через мгновение. Это игра «Ума Палата». Первый денежный перевод на расстоянии был осуществлен посредством телеграфа в США в 1918 году. Я также готов перевести деньги – 100 тысяч рублей любому, кто даст 20 правильных ответов в 3 раундах нашей игры. А пока что познакомимся с очередными претендентами. Игроки, представьтесь. Меня зовут Семенов Анатолий, я ученик 9 класса со школы номер 5 города Якутск. Меня зовут Сепцов Дамир, ученик 9 класса, тоже со школы номер 5. Анатолий, какой предмет в школе ваш любимый и, очевидно, ваша сильная сторона в нашей игре? Вы знаете, я учусь, конечно, по всем предметам довольно неплохо, но все же география моя стихия. Скажите, а вопросов из какой области знания вы боитесь больше всего? Ну, из математики, и из физики, и от всего такого остального. Как-то мне сложно дается. Хорошо. Дамир, вы ученик 9 класса, но наверняка уже могли
определиться со своими предпочтениями. Куда планируете поступать? На кого? Планирую на инженера, так как я больше хорош в точных науках, физика и математика. Соответственно, боитесь вопросов по гуманитарным дисциплинам? Ну, в плане географии, да, а вот в истории я, в принципе, могу. Ну что же, проверим ваши знания в нашей игре. Итак, сегодня наша игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз. Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей телевикторины. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право первого ответа в первом раунде. Приступайте. Анатолий, вы получили преимущество, вы будете отвечать первым. Верните шары на место, и мы будем начинать. Анатолий, Дамир, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Анатолий. Итак, первый раунд. Анатолий, кто впервые подковал блоху? Пас. Левша. Дамир, автор повести сказки «Щелкунчик и мышиный король». Пас. Гофман. Анатолий, птица, имеющая самую великолепную внешность, но отвратительный голос. Пас. Павлин. Дамир, какой фрукт помог английскому ученому открыть закон всемирного тяготения? Яблоко. Да, это был Ньютон. Анатолий, опадание листьев поздней осенью называется? Пас. Листопад. Дамир, герои русских былин и сказаний, который после 33 лет в тяжелейшей болезни совершил немало ратных подвигов. Это? Пас. Илья Муромец. Анатолий, что все дырявое, но держит воду? Пас. Губка. Дамир, на каких насекомых заслуженно считают самыми трудолюбивыми санитарами леса? Муравьев. Верно. Анатолий, кто из великих исторических деятелей мог бы одновременно писать, читать и разговаривать? Пас. Юлий Цезарь. Дамир, кто автор известного детского стихотворения о бычке, который идет, качается, вздыхая на ходу? Пас. Агния Барто. Анатолий, орудие для поглощения жидкой пищи. Пас. Это ложка. Дамир, известный русский художник-маринист. Пас. Иван Айвазовский. Анатолий, у какой рыбы нет чешуи? Пас. У налима. Дамир, как одним словом назвать ребенка, наделенного необыкновенными способностями? Чудо ребенка. Вундеркинд. Верно. Анатолий, рыцарь печального образа – это? Пас. Дон Кихот. Дамир, модель земного шара. Окружность. Глобус. Анатолий, доктор, который не лечит людей. Это? Ветеринар. Верно. Дамир, конечная цель древних аргонавтов. Пас. Золотое руно. Анатолий, какое самое теплое в России море? Черное. Верно. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. За первый раунд я задал вам 19 вопросов. При этом Анатолий дал 2 правильных ответа, а Дамир – 3. Анатолий, для нас весьма удивительно, что вы не смогли ответить на вопрос, как называется процесс опадания листьев. Листопад. Ну, я слишком волнуюсь, я бы сказал. Я думал, это какой-то термин, а не просто логичное объяснение Да, падения иногда листьев. все гениальное, весьма просто. Также прост был ответ на вопрос орудия для поглощения жидкой пищи. Это была ложка. Орудие, ну, как-то я не понял этого То есть слова. вам не понравилась формулировка? Да. Орудие. Мгм. Хотя, в принципе, могу сказать как филолог, что, в принципе, слово «орудие» здесь вполне применимо. Дамир, хоть вы и выиграли в первом раунде, тем не менее далеко не ушли от своего соперника. Почему только 3 правильных ответа? Все-таки вопросы были довольно разные. И все-таки я впервые участвую в подобном, скажем так, шоу. И мне непривычно. Дамир, вы получили преимущество. Во втором раунде вы будете отвечать первым. Второй раунд длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы всегда даете правильные ответы, переход хода к Анатолию не осуществляется, и у него не появляется ни единого шанса для того, чтобы ответить хотя бы на один вопрос.
Дамир, невзрачная буро-серая птичка, прославляемая поэтами, композиторами за свое чудесное пение, это Пас. Соловей. Анатолий, фольклорный персонаж, невеста домового. Пас. Кикимора. Дамир, оптический прибор для наблюдения за небесными светилами называется. Телескоп. Верно. Дамир, птица на российском гербе, это. Орел. Верно. Дамир, ее называют королевой детективного жанра. Агата Кристи. Верно. Дамир, какому присмыкающемуся поклонялись в Древнем Египте? Пас. Змея. Анатолий, беззаботный, чудаковатый деревенский парень, герой многих русских народных сказок по имени Емеля. Иван Дурак. Дамир, птица, символ чистоты и благородства, это. Орел. Лебедь. Анатолий, ягода, заменяющая зимой лимон. Крыжовник. Клюква. Дамир, родина футбола. Великобритания. Ответ верный. Дамир, известный итальянский художник-ученый. Да Винчи. Верно. Дамир, спутник Земли. Луна. Верно. Дамир, кто прорубил окно в Европу? Петр Первый. Верно. Дамир, вроде сосен, вроде елок, а зимой без иголок. Что это? Пас. Лиственница. Анатолий, порода Артемон из произведения Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Золотой ключик. Пудель. Дамир. Понял. Ряд городов северо-восточного региона России, в которых находятся уникальные памятники русской истории и культуры. Это. Санкт-Петербург. Золотое кольцо. Анатолий, автор детской книги «Винни-Пух» и все-все-все. Пас. Алан Милн. Дамир. Какая птица выводит птенцов зимой? Пас. Лёст. Анатолий. Громовержец, один из важнейших богов древних славян. Пас. Перун. Дамир. Русский баснописец. Толстой. Иван Крылов. Анатолий. Как называется охотничья норная собака с длинным туловищем и короткими лапами? Такса. Верно. Анатолий. Как называется краска, разводимая на воде? Акварель. Верно. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Во время второго раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Анатолий дал 2 правильных ответа, а Дамир 7. Анатолий, для вас игра очевидно завершена. Да. Какие были ощущения? Мне все понравилось. Что именно? Вся суть этой передачи, ваши вопросы и добрая атмосфера здесь. Это ваш был первый телевизионный опыт? Да. Очевидно, что он прошел весьма неплохо для вас. Хотя количество правильных ответов было весьма небольшим. Тем не менее, Анатолий, не показалось ли вам, что на некоторые вопросы вы знали ответы, но нужно было просто немножко подумать? Думаю, да. Как минимум один вопрос насчет древнерусского бога Перун. Довольно Знали известный ответ? персонаж, Конечно, скажем знаю. так. И что-то хотите сказать на прощание, пожелать что-то оппоненту, Да. передать кому-то приветы? Пожалуйста, ваше время. Я хочу сказать спасибо. Удачи моему другу и моему оппоненту Дамиру. Удачи в третьем раунде. Спасибо. До свидания. До свидания. Дамир, готовились ли вы каким-то образом к игре? Никак нет. Как ваш результат во втором раунде? 7 правильных ответов. Ну, вопросы довольно простые попались, как по мне. То есть все-таки удача тоже многое определяет? Да. Очевидно, что да. Хорошо, вы собрались действительно, и мы ждем результат чуть-чуть выше, чем сейчас, для того, чтобы у вас появилась возможность побороться за главный приз. Итак, Дамир, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы добьете счет правильных ответов до 20, а шанс у вас есть, то у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» — это 100 000 рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Дамир, какую птицу коренную городскую жительницу называют женским именем? Голубь. Галка. Сколько лет было дяде Федору из сказочной повести Успенского, решившему начать самостоятельную жизнь? 10. 6. Русский композитор, автор балета «Щелкунчик». Чайковский. Верно. Родина известного сказочника Ганса Христиана Андерсена. Великобритания. Дания. Кто победил соловья-разбойника? Илья Муромец. Верно. Средство передвижения Бабы-Яги. Метла. Супа. Как звали леди самосовершенства, внезапно появившуюся и также внезапно исчезнувшую в одном из добропорядочном английском семействе? Пас. Мэри Поппинс. Уязвимое место Ахиллеса. Пятка. Верно. Составитель толкового слова живого великорусского языка. Пас. Владимир Даль. Каждодневный злаковый продукт.
Пшениц? Хлеб. Коллекционер монет. Пас. Нумизмат. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 11 вопросов. При этом вы дали только 3 правильных ответов. Очевидно, что этого также не хватает для того, чтобы выиграть в этом раунде. Дамир, что помешало вам? Я считаю, что, в принципе, сыграл я достойно, учитывая, что это опять-таки был мой первый раз. Дамир, вы находитесь в столь юном и прекрасном возрасте, когда ошибки еще простительны. Но самое главное в этих ошибках – это, конечно же, правильные выводы. Какие выводы вы могли сделать по результатам нашей игры? Стоит мне скорее подучить биологию, так как на все вопросы птицами я дал неправильные ответы. Ну что же, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20 верных ответов, поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Спасибо за игру, тем не менее, хорошо учитесь, старайтесь, больше читайте и изучайте биологию. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». И снова 100 тысяч рублей остались у меня в кармане. Может быть, именно вы следующий счастливчик? Кому улыбнется удача? Узнаем об этом через неделю.